первого дня на посту главы Республики Ингушетия Махмуд Али Калиматов дал четко и ясно понять, что простых обещаний не дает. Всем и каждому у власти необходимо работать на благосостояние жителей республики, поднять все показатели и идти по новому вектору развития. Его слова уже четвертый год подтверждаются десятками решенных проблем. Махмуд Али Калиматов с первых дней уверенно заявляет, каждый ингуш должен увидеть перемены и жить в процветающей республике. 2023 год, сентябрь, пик самого активного развития Ингушетии, когда планы воплощаются в жизнь, а впереди сотни масштабных проектов, от которых зависит судьба каждого из нас. Он всем сердцем любит и верит в родной край. С первых дней Махмуд Али Калиматов управляет республикой вложенными родителями воспитанием, искренностью и принципами. В первую очередь думает о жизни простых людей, тех, кто больше всех нуждается в понимании и качественной жизни. На пост главы Ингушетии Махмуд Али Калиматов приходит 8 сентября 2019 года. Новый руководитель региона сразу обозначает: трудиться будем много. Первые годы уходят на то, чтобы изучить ситуацию и начать масштабную работу, которая в корне должна была поменять самосознание жителей, решить накопившиеся годами проблемы и начать работать над развитием Ингушетии вместе со своей республикой. Мы не должны бежать, но и не должны опоздать. Понимаете? То есть надо соизмерять вот эти все вещи, чтобы мы могли из года в год улучшать жизнь жителей республики. Водоснабжение. Глава Ингушетии начинает масштабную работу по улучшению качества подачи питьевой воды. Ветхие линии, бесконечные порывы и сотни недовольных людей, которые годами нуждаются в простой питьевой воде. Калиматов уверен, народу нужна вода, а не обещания. Начинаются инспекционные выезды по населенным пунктам. Жизненная необходимость вода. А без воды не переживут, дети не переживут. Бах-кынах не переживут. Да, уходишь ведрами, что ли, таскать? Сейчас надо объехать, все, посмотреть. Махмуд Али Калиматов на встречах с президентом России на всех существующих инстанциях поднимает тему водоснабжения в республике. Нужна масштабная программа и полное финансирование. Менять нужно практически все. В зале славы администрации главы Махмуд Али Калиматов делится важной новостью. Вопрос с водоснабжением будет решен поэтапно. Первый вопрос, который я поставил у президента Владимира Владимировича Путина, и озабоченность, и передал ему нашу просьбу, это по воде. Первый этот вопрос был мною поставлен по воде. Предусмотрены средства федерального бюджета на строительство и реконструкцию, модернизацию объектов питьевого водоснабжения 23-24 год 404 миллиона, в том числе в 2023 году 243 миллиона. В 2024 году еще, это разбили они, средства распределены в полном объеме. Бюджетные ассигнования в рамках государственной программы Российской Федерации развитие Северокавказского федерального округа в целях организации объектов Минэкономразвития России. И дальше хочу вам сказать, в рамках формирования проекта федерального закона о федеральном бюджете 24 и на плановый 25-26 год заявлена дополнительная потребность 4 миллиарда 803 миллиона, 24 год и тому подобное. В целом, я вам должен сказать, мы 27-28 год, нам выделены миллиарды. Махмуд Али Калиматов знает проблему с водоснабжением каждого сельского поселения республики. За последние несколько лет по указу главы региона заменены несколько десятков центробежных насосов. Удалось значительно повысить добычу воды. Махмуд Али Калиматов дает понять, нет для Ингушетии ничего важнее воды. И эта проблема решится в первую очередь. Поможет в этом водозабор на реке Аса. В соответствии с поручением главы, за счет федеральных средств из резервного фонда федерального была разработана проектная документация на водозабор на реке Аса. Мощность водозабора на реке Аса составляет до 100 тысяч кубометров в сутки. Дело в том, что при проектировании такого объекта по нормативам необходимо учитывать график развития на ближайшие минимум 20 лет.
То есть при проектировании этого объекта мы учитывали с учетом нашей положительной, хорошей демографической ситуации вплоть до 2040 года. В связи с этим у нас по расчетам получилось так, что этот водозабор будет снабжать 17 населенных пунктов нашей республики с общим населением 300 тысяч человек. Невозможно развивать республику, у которой огромный долг перед государством. Именно поэтому с первых дней на посту главы Ингушетии Махмуд Али Калиматов усердно вел работу по снижению существующих на тот момент показателей. Удалось погасить долг региона с 11,8 миллиардов рублей в 2019 году до 3,4 миллиардов рублей по настоящее время. В 2022 году полностью оплачена задолженность по всем социальным обязательствам перед населением. С 2019 года мы начинали с долгами почти в 12 миллиардов. Основной долг по мерам бюджетного принуждения в этом году был выплачен. То есть мы выплатили почти 4 миллиарда, осталось 38 миллионов, которые будут выплачены в мае месяце этого года. Также огромная кредиторская задолженность была в размере почти 5,8 миллиарда. После проверки казначейства она выверена, на что было выделено 2,5 миллиарда денежных средств, которые были погашены основные долги и по бюджетным обязательствам, и по социальным выплатам. Пока новый глава изучал веренный ему регион, начинается самый тяжелый год для здравоохранения всего мира. Все внимание к пандемии. И приоритетной задачей автоматически становится вопрос сохранения нации. Правительство республики приняло все меры, необходимые для защиты нашего населения, живущего в республике. Пандемия отразилась на росте цен. Люди массово начали опустошать продуктовые магазины и склады. В самый сложный момент руководство Ингушетии принимает все меры, чтобы помочь гражданам. По инициативе Махмуда Али Калиматова в рамках акции «Мягко Сага» помощь получили более 10 тысяч людей. Пандемия указала на важность развивать промышленность и сельское хозяйство. А в Ингушетии вовсе эта задача стояла в числе первых. Сотни безработных молодых людей, простаивающие объекты и отсутствие собственной продукции. Махмуд Али Калиматов уверенно начал возрождать промышленность. Сегодня активно работают действующие производства. Предприятия начали приносить прибыль и предлагать отечественному рынку продукцию под маркой «Сделано в Ингушетии». Махмудом Акшариповича Калиматова к руководству республики была разработана, сформирована новая экономическая политика. Она состоит из нескольких направлений, из нескольких векторов. Это, во-первых, сокращение заимствований из внешних источников. Это погашение кредиторской задолженности. Мы являемся единственным регионом Северокавказского федерального округа, который не нарастил ни одного рубля, ни одной копейки по сравнению с другими территориями. Успехи регионов в промышленности отмечает и президент России Владимир Путин. Отдельно хотел бы отметить регионы с наибольшим прогрессом. Это Курганская область, рост на 36 позиций, Пермский и Алтайский край, рост на 26 позиций, Ингушетия на 24 позиции и Ивановская область, которая поднялась на 17 позиций. В Ингушетии выращивают томаты, яблоки, черешню, орехи, бахчевые и даже арахис. Высокие результаты приносят такие мощные объекты, как сад-гигант. Агрокомплекс «Сужи» с производительностью 5000 тонн томатов в год. Продукция комплекса уходит в такие крупные сетевые магазины, как «Пятерочка» и «Перекресток». А предприятие «Алмавит Фрут» на 50% увеличило урожай черешни до 150 тонн. Глава республики решает полностью преобразить сельское хозяйство. В центре развития животноводства. По поручению главы республики Махмуда Али Калиматова ГУПы приобретают 5000 голов мелкорогатого и 200 голов крупнорогатого скота. Крестьянско-фермерские хозяйства 3,5 тысяч голов. КРС. Некогда убыточные ГУПы теперь приносят прибыль. Животноводство, вы знаете, что огромное такое удовольствие, с удовольствием люди занимаются животноводством. Производство у нас
Мясо увеличилось где-то на 112, то есть на 12% по сравнению с прошлым годом. Глава республики с первого дня заявляет, что для Ингушетии развитие сельского хозяйства является наиболее перспективным направлением. Республика полностью перешла на использование отечественных семян. Треть необходимых производится в самой республике. Ингушетию в рамках соглашения Щелково-Агрохим обеспечит элитными семенами. Рост по всем показателям начался с 2019 года. Тогда собираемость зерновых составляла до 30 тысяч тонн в год. К 2023-му цифра выросла в 5 раз. Мы получили хорошие урожаи. Я скажу, что озимые зерновые и колосовые мы закончили уборочную кампанию. Намолочено 104,8 тысячи тонн зерна. Это по сравнению с прошлым годом где-то на 110%, 110-115% выше прошлого года. Прочной проверкой на любовь к своему отечеству и патриотизм стала специальная военная операция. И наши земляки встали на защиту своей родины. Как и много лет назад, их отцы отстаивают интересы своей страны в ходе СВО. Глава помогает всем и военнослужащим, и их семьям. Единство обеспечивает развитие, а плодотворная работа приносит результат. Правильная политика улучшает качество всех направлений. Яркие изменения произошли и в образовании. С 2016 года все школы, находящиеся на территории Ингушетии, переведены с 3-й смены во 2-ю. На сегодняшний день 76 школ республики занимаются 2 смены. Для полной ее ликвидации необходимо построить до 2025 года 12 общеобразовательных учреждений. Только в этом году в 16 школах при поддержке федерального центра полностью произведен капитальный ремонт. Флаг нарисовала. Это чей флаг? Ингушский. Ингушский. Республики Ингушетия. Особое внимание мамам и их детям в рамках национальных проектов и государственных программ. В Ингушетии открываются современные детские сады. Все это, чтобы вам было здесь уютно. Как дома себя чувствовали. Работать для народа и думать в первую очередь о его благосостоянии. Еще одно важное направление, которому глава уделяет особое внимание, это здравоохранение. В успехах региона нельзя обойти дорожные сети. По темпам и качеству исполнения национального проекта Ингушетия несколько лет лидирует по всем показателям. За счет средств Дорожного фонда и федеральных субсидий в 2019 году министерством приведено в нормативное состояние более 36 километров дорог, в 2020 более 68, в 2021 100 километров, в 2022 более 53 километров, а в этом году изменится более 30 километров. Самое главное, что мы это делаем для жителей. Для удобства жителей. Представить себе, вот когда взять там Вежери или Дятых, когда скорая помощь ехала по час-полтора, там, больного человека возила. И вы представляете, какое спасибо каждый раз вам говорят об этом. Впервые в истории существования сел Вежери-Юрт и Дятых там появилась качественная дорога, отвечающая всем стандартам. Казахстан Малхаллайнио. Малхаллин да тракен. Малхалдини да ордата никбуатс шамуатс ихот киги беш онкбуаш. Тах никб тах давах никбдал садул чизвака. Далус хулуш дал хая хелизбака. Преобразования коснулись и культурной жизни республики. После 2-летнего капитального ремонта торжественно под Новый год открыл свои двери городской ДК Суджи. Церемония прошла при участии главы Ингушетии. Помимо этого, в прошлом году было предусмотрено строительство и капитальный ремонт 4 объектов культуры на общую сумму почти 90 миллионов рублей. Махмуд Али Макшариевич всегда уделяет особенно культуре особое внимание, так как он очень сам любит инструменты, сам на гитаре играет. Это и людям нужно. Без культуры что мы? Мы не люди. 2023 год начинается время самых больших инвестиций в республику. Время, когда в корне меняется экономика региона. Мощным локомотивом станет современная IT-академия, которую в Ингушетии строит благотворительный фонд Сафмар Микаила Гуцериева. Таких по всей стране только 4. Ингушетия станет 5-м регионом, где появится настоящая IT-индустрия и сотни бесплатных возможностей для жителей республики. В 2024 году вместе с IT-академией откроется и 3-звездочная IT-отель и современный торгово-развлекательный комплекс на площади Алания. И родилась идея создать республику
пойти другим путем, повести ее в другом направлении. Разговор идет о том, чтобы республику постепенно в течение 10 лет превратить в технологическую республику. То есть это открытие мы зарегистрировали академию, цифровую академию, IT-академию, получили все необходимые лицензии, приобрели здание. И сейчас, буквально с сегодняшнего дня, строительные компании спроектировали, проектные документы, все необходимое для проектирования получили. Это благотворительный проект, он не коммерческий с точки зрения. Это автономная некоммерческая организация. Случайная встреча, которая стала результатом мощных социально-экономических проектов. Махмуд Али Калиматов не был лично знаком с Микаилом Гусариевым, но знал о талантливом предпринимателе, о котором говорят не только в нашей стране, но и во всем мире. Глава Ингушетии делится с меценатом о развитии, о достижениях и проблемах в регионе. Как человек, который переживает за будущее своей родины, Микаил Гусариев поддерживает идею главы создать новый вектор развития Ингушетии. Для нас ситуация стала понятна, что происходит в республике, что надо делать, с чего надо начинать, потому что программа, она достаточно десятилетняя, она не может за год. Программа минимум 10, а так до 20 лет. Сила духа, доброе сердце, любовь к своему народу. Всем, что с самого детства своими примерами показывали родители. Махмуд Али Калиматов руководствуется в решении стратегических задач, в улучшении всех показателей, в создании условий для качественной жизни. Ингушетия и дальше будет созидать, становиться мощной республикой, богатой людьми, которые в нее верят. Арина Цичоева, Новости 24.